Согласно информации, опубликованной Министерством обороны КНР, вечером 19 июня в Китае были проведены испытания технологии перехвата ракеты на среднем участке траектории полета при помощи системы ПРО наземного базирования. Испытания достигли намеченной цели. Они носили оборонительный характер и не были направлены против какого-либо государства. Эту информацию агентство Nazar News предоставило китайское агентство CCTV+. Это шестые по счету подобные испытания, о которых Китай публично объявил. Предыдущие испытания проводились в 2010, 2013, 2014, 2018, 2021 годах соответственно. Процесс полета ракеты разделен на три фазы. Фаза разгона, когда двигатели толкают ракету в небо, промежуточная фаза, когда ракета выходит за пределы атмосферы, и конечная фаза, когда ракета снова входит в атмосферу и поражает цель. На промежуточном этапе ракета движется очень быстро и в разряженном воздухе за пределами атмосферы. Перехват межконтинентальной баллистической ракеты на этом этапе очень сложен, поскольку ракета-перехватчик должна максимально приблизиться к боеголовке и поразить ее. В этой связи требуется своевременное и точное отделение реальной боеголовки от ложных, отслеживание ее и определение ее траектории и скорости перемещения. Как я понимаю, важность развития Китаем технологии перехвата ракеты на среднем участке траектории заключается в том, что теперь у нас в запасе зрелые технологии, все вложенное в это направление носит стратегический характер. Сейчас все знают необходимость одновременного развития как наступательных, так и оборонительных возможностей. Китай развивает ядерный арсенал в очень ограниченной мере. В этом случае мы должны адекватным образом развивать оборонительный ядерный потенциал, поскольку мы никогда не применим ядерное оружие первыми. Нам необходимо обеспечить сохранность и выживаемость собственных ядерных сил. Это все в большей мере основывается на соображениях обороны. Бахыл Гульчуманов, Акыл Уламбек Улу, Nazar News.